Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В 37 городах и селах Якутии началось благоустройство дворов и мини-парков по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Первые дворы по этой программе будут сданы в сентябре. Сколько появится благоустроенных дворов и в каких населенных пунктах региона, расскажет гостья студии Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики, главный архитектор Якутии. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году идет масштабное благоустройство дворов и мини-парков как раз-таки по госпрограмме. По информации Управления архитектуры, в республике благоустраивают 124 двора. Каковы предварительные итоги реализации данной программы? Да, действительно, в этом году, благодаря проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», у нас беспрецедентное количество территорий, которые благоустраиваются в городах и селах республики. Так, в городе Якутске 75 дворовых территорий и 49 дворовых территорий в других городах и селах республики, в районах. И уже сегодня мы видим результаты этой программы. В некоторых муниципалитетах дворы уже подошли к стадии завершения. Я думаю, что и жители города Якутска уже видят, например, на улице Крупской во дворе уже полностью поставлено, смонтировано оборудование детское, положена резиновая крошка, асфальтирование выполнено, и уже детишки там вовсю осваивают дворовые территории. Такая же ситуация сегодня, например, в поселке Кысылсыр Намского улуса, в Вилюйске мы сейчас ждем поставку оборудования, все уже готово, и люди с удовольствием воспринимают такие изменения. Очень хочется рассказать о мини-парках, потому что дворовые территории, да, это сегодня не просто стандартный двор, где должно быть детское оборудование, зона отдыха и какая-то площадка озеленения. Это еще и многофункциональное пространство, где будет интересно проводить время всем возрастным категориям граждан. Например, в селе Булгунихтах буквально вчера наши коллеги ездили, обустроен мини-парк прямо в самом центре села. И там в составе оборудования, например, сегодня уже смонтирована скейт-площадка. И вы не представляете, какая радость не только для жителей села Булгунихтах, туда уже сегодня активно ездят детишки с Покровска. Потому что в Покровске, несмотря на то, что на набережной у нас самый крупный скейт-парк в республике, элементы оборудования специальное, профильное, оно другое. А в Булгунихтахе это практически дополнение к той площадке. Они туда ездят нарабатывать свои какие-то скиллы, по другим направлениям. Поэтому каждый двор, мини-парк — это практически уникальные проекты, очень интересные и содержательные с точки зрения обеспечения досуга наших жителей. Скажите, в этом году удалось ли вовремя начать всю такую масштабную кампанию? Наверняка столкнулись с какими-то трудностями. Да, действительно, в этом году нам удалось все начать вовремя. Знаете, как говорят, нет худа без добра. В связи с тем, что в стране были объявлены санкции, мы, во-первых, полностью перепрофилировались на именно российское оборудование. И решением оперативного штаба мы заключили прямые контракты с местными подрядными компаниями. Чем хорош этот инструмент? Тем, что в районах очень хороший подъем именно патриотический. Например, в селе Майя на обустройстве Комсомольской площади работают местные специалисты. Они патриоты своего села, их знает каждый житель этого большого районного центра. И все знают, что точно эта команда не сделает плохо. И это практически по всем районам. Например, такие крупные объекты, как парк здоровья в поселке Айхал. На самом деле, в таких отдаленных поселках и нехватка, например, специалистов профильных, строительных компаний, конечно, налицо. Поэтому каждая подрядная компания, которая работает в этом поселке, она на вес золота. И замечательно, что люди, которые живут прямо там, в этих поселках, они за свой объект совершенно по-другому относятся к той работе, которая у них в рамках подрядных договоров. Поэтому это действительно хорошая сегодня возможность. Мы заключили вовремя контракты, люди очень хорошо настроены, и везде работа идет полным ходом. Ирина Дмитриевна, вы рассказали о скейт-парке, он меня уже по рассказам очень впечатлил. Также вы упомянули парк здоровья в Айхале. Скажите, а какие объекты вы можете выделить и, наверное, назвать самыми интересными и почему?
Ну, интересные, конечно же, это не только мини-парки, но и сами дворовые территории. Например, дворк в поселке Кысыл-Сыр Намского улуса. Там, на самом деле, очень интересная ситуация. Во-первых, в этом дворе стоят двухэтажные деревянные жилые дома, люди там живут, построены 2 жилых дома по программе расселения из ветхого аварийного жилья. То есть у нас там целый комплекс работ. И, конечно, территория была очень унылой. Вот. Сегодня двор, он просто преобразил это пространство. Во-первых, мы закрыли, там еще же территории, наверное, не стоит этого скрывать, у нас иногда находится в очень печальном состоянии. Вот это одна из дворовых территорий, которая была в очень печальном состоянии. Там, извините, у нас все в таком состоянии было, что обязательно нужна была уборка, перенос, демонтаж. И мы все это сделали. Появились декоративные ограждения, очень интересные сами по себе. Появилась зона отдыха для малышей, спортивная зона с тренажерами. И плюс к этому, значит, коллеги сделали в своем проекте обустройство тротуара прямо вдоль всего жилого комплекса. То есть это практически очень большой оказался комплекс, не просто двор внутри этих жилых домов, но еще и ограждение, прямо, которое закрывает этот жилой комплекс, и такая создается уже очень уютная, комфортная обстановка. Есть очень интересные дворы, например, в виде мини-парков село Апаны. Там у нас благоустраивается набережная, озеро Мавра. И это совершенно уникальный. Мы синхронизировали этот проект с программой формирования комфортной городской среды. То есть часть средств у нас из программы ФСГС, часть средств из программы «1000 дворов». На средства программы «1000 дворов» мы закупили оборудование детское, скейт-парк. А по программе ФСГС там, например, обустроен сейчас павильон для предпринимателей, полностью, значит, берегоукрепление сделано, появились очень интересные функциональные зоны в виде спортивных площадок, детских площадок, навесов, зоны отдыха и освещения. Поэтому таких проектов в этом году 23 мини-парка, и, соответственно, из 124 дворовых территорий, то есть 23 – это практически очень серьезные, насыщенные пространства. Вот по поводу спортивных и детских площадок, там изменилось оборудование или осталось таким же, как и прежде? Мы в этом году также получили возможность поработать с разными поставщиками. Значит, во-первых, нацеленность на качественное сертифицированное оборудование. Причем сертификация – это понятие относительно. Сертифицированное оборудование у нас в целом делают и местные наши компании. Но вот гарантии качества обеспечивают, как правило, крупные российские компании, которые имеют большой опыт и хорошее качество именно закладных деталей, различных элементов. Мы работаем с 5 компаниями, российскими поставщиками. Компания «Романа» известная, это недорогая линейка оборудования. Компания «Адрикс», это тоже впервые у нас в республике. Оборудование этой компании, например, очень активно используется сейчас в Республике Татарстан, Московской области. Компания «Наш двор» уже апробированный поставщик. Это очень качественное оборудование. Мы привезли интересную линейку. Линейка называется «Рабини» из массива дерева. Например, в Бугуняхтахе уже мы сейчас устанавливаем это оборудование. И компания «Да Винчи» – это новая экспериментальная как раз компания, которая более дорогая. Посмотрим, как она себя покажет здесь на территории республики. И плюс еще спортивное оборудование компании FK Ramps. Мы с ними давно сотрудничаем. Это как раз профильная компания, которая выпускает скейт-парки различной конфигурации. В этом году на объектах, как стало известно, использовались новые тротуарные плитки от местного производителя компании ХЭС. Почему выбор пал на них и чем они отличаются от тех плит, которые мы привыкли видеть? Ну, вот смотрите, мы в рамках программы тоже все время, каждый год ищем более качественные решения. Например, на общественные пространства, вот набережная реки Вилюи в городе Нюрба, мы сейчас исключительно привозим до сих пор плитку производства компании «Гранит Гранат», филиал, который находится в городе Красноярске. Это, конечно, очень дорогая плитка, но она того стоит, потому что те объекты, на которых мы положили, например, площадь города Удачный, сегодня уже на всех пабликах опубликовали, люди могут убедиться действительно в отличии от профессиональной, качественной плитки от той плитки, которую выпускают наши поставщики.
поставщики. Здесь, на самом деле, в республике много производителей тротуарной плитки, но отличается все: и геометрия, и состав бетона, и в целом гарантия качества этой тротуарной плитки. И вот такой аналог сегодня начала выпускать компания Марка 75. Они в прошлом году здесь, в Якутск, привезли линейку германскую, еще до санкций. Вот. И сегодня активно как раз выпускают эту плитку. Преимущество в том, что они за один день могут практически до 1500 квадратов этой плитки изготовить. То есть в этом году у нас тоже эксперимент с этой компанией. Уже на нескольких территориях мы плитку ложим, вот, и посмотрим тоже, как она себя зимой поведет. Геометрия отличная, сейчас вот нам нужно подтверждение именно в зимних условиях, как эта плитка будет лежать. Но учитывая тот факт, что у производства такие большие темпы, известно ли, из чего изготавливается эта плитка? Ну, это стандартный, конечно же, стандартный состав тротуарной плитки, который, в принципе, используют и наши, но, например, есть понятие форм, да, то есть сама форма, это геометрическая форма. Дело в том, что местные поставщики — это практически кустарный способ. И, например, когда мы раньше ложили плитку, может быть, с одной стороны там 6 сантиметров, а с другой стороны 6,5, там 6-7 миллиметров, да. Здесь именно качество геометрии, ну, просто, как сказать, мечта перфекциониста. То есть геометрия точно обеспечена, плюс различные красители, различные добавки. Например, плитку с гранитной крошкой можно выпустить разных цветов. И это, конечно, совершенно другой уровень именно технологической подготовки по составу и по геометрии этих элементов. Будем надеяться, что эти эксперименты себя оправдают. На прошлой неделе вы анонсировали и сообщили об учреждении архитектурной премии ЕГЭ. Несколько слов и об этом, пожалуйста. Но это впервые мы в этом году проводим масштабное республиканское событие по инициативе нашего управления архитектуры и градостроительства при главе республики Саха-Якутия. К столетию республики мы хотим показать 100 лучших объектов, построенных в нашей республике за последние 5 лет. Премия будет присуждаться по 10 номинациям. Это и жилые дома, например, бюджетного характера по программе расселения из ветхого аварийного жилья, это и коммерческое жилье, это социальные объекты бюджетные и тоже коммерческие, это объекты благоустройства, общественные пространства, дворовые территории. Это, например, очень интересная номинация «Дизайн городской среды», где могут быть представлены небольшие объекты, например, дизайн-коды, брендинги, какие-то арт-объекты, инсталляции, муралы, то, что сегодня очень людей интересует в части преобразования среды. И очень интересная номинация у нас тоже впервые в этом году, ранее мы никогда архитектурные премии таким объектам не присуждали, это номинация «Объекты инфраструктуры и промышленности», потому что огромное количество объектов строится тоже интересных с точки зрения архитектуры, дизайна, например, мостовые сооружения, дороги современные. Мы все видим, как сейчас проспект Ленина преображается. Допустим, в этом году проспект, возможно, не номинируется, но в следующем году мы можем его номинировать на архитектурную премию. Это объекты производства, коммунально-складские. То есть сегодня современные подходы в проектировании, в изменении среды важно реализовывать в разных сферах. Вот именно вот этот масштабный спектр изменений, преобразований в республике мы хотим показать. И замечательно, что заявки сегодня могут подавать, собственно говоря, все муниципалитеты, все районы нашей республики. Неважно, в каком населенном пункте, это может быть Арктика, это могут быть центральные города. Естественно, город Якутск, мы ждем очень много заявок. Старт заявок уже объявлен. Заявки мы будем собирать до 20 сентября. И уже 1 октября мы проведем очень интересное мероприятие, где в прямом эфире жители республики смогут увидеть, какие же объекты сегодня украшают города и села республики. Будем ждать начала октября с нетерпением. Благодарю вас, Ирина Дмитриевна, за очень интересную беседу. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.